Привет, народ. Всю ночь был дождик. Только успокоился. Ничего, сроки поджимают. Холодно. Дождик. Обещают мокрый снег. Осень. Вот совсем золотая. Скоро это золото превратится в серебро. Белый и пушистый, под названием снег. Хочу объявить официально, что сварочные работы закончены. Вот. Сейчас посмотрим, убедимся, на чем остановились и так далее. Вот. Ведутся малярные работы. Здание вот такое. Желтый свет. То, что покрасили цветом желтым, не понравилось. Решил испробовать покрасить грунтовкой 3 в 1. Вот она. Вот. И она, оказывается, очень такой экономичный. Вот на это ушло буквально 3 банки. Вот, до сих пор, сами видим, ведутся малярные работы. Осталась эта сторона. Вот. Ну, тут надо еще покрасить немножко. Ребята, видно, что старается. Вот. Ну вот, закрепили по углам. И вот вчера привез спичку топительную. Вот такой вот. Там будет кухонник. Вот, дверца. И сверху твердотопливная. В чем плюс такой печки? Можно сразу подключить к центральному отоплению. Вот в чем плюс. И плюс труба идет вверх на этой модели. Вот. В основном выходят они в этом районе. Там кирпичи надо, то все. Мне достаточно этого. Потянет. Потянет, куда он денется. Тут сразу трубу поставлю. Тут будет горн. Вместе с ним труба соединится на одно. Вот такие у меня новости. Приобрел трубы такие чистые. У нас асфальта нету. Местный асфальт такого вида. Трубы отопления. Ну что, пойдем помечтаем на 2-й уровень. Ну, сегодня должен уже начать сэндвича с этой стороны. Внутри перегородки. Сегодня ребята подойдут скоро. Дождик только что закончился. И вот на 2-м уровне. Но как ранее было, оттуда до сюда высота 170. К нему добавилась и эта балочка, и двутаур 16 сантиметров. Итого у нас осталось тут 1,5.
Вот, там будет окно и, как мечтаю, балкончик. Но это в следующем году, вероятно, или никогда. Тоже есть такое. И вот тут крепление. Малярные работы будут продолжаться и сегодня. Ну, вот такой вот типа мансардный второй этаж. Там офис. Тут уже кухня. Люди будут спать и отдыхать. Вернее, работники. Вот. Ой. Кстати, обращаюсь к своим землякам, кто, особенно безработным, кто желает учиться, поработать кузнечному делу и заодно научиться, как что делать, пишите в личку. Вот. Сами видим, работы еще много, руки нужны, особенно бесплатные. Вот. И после этого, после стройки, когда отопление войдет, все уже можно будет тут располагаться, и свет подключим, тогда и начнем сразу работать. Так что, земляки мои, да и кто желает, уходите в личку, пишите. Скоро снег, надо как-то где-то жить, что-то делать. Я обращаюсь к всем безработным или тем, кто желает поменять свою профессию. Как говорится, пока вакансии есть, но если заполнится, ну, пару тестов проверки пройдете, ну, все, приедете, будете работать и жить тут. Все в ваших руках, как говорится. Ну вот, следы халтуры. Снизу не видно. Вот. Так что не покрашено. А сверху все замечательно видно. Вот так вот. Примерно так и есть. Но я планирую в этой неделе как бы закрыть все это, и стены, и крышу над головой сделать. На следующей неделе надо шмарганить дверь, окна и пустить тепло. Но это предварительные, к сожалению. Планы. Дело в том, что все зависит, как всегда, не от человека, а от, правильно, от финансирования, от денег. Если нет денег, то и ничего делать, нечего и приобрести. Но если финансы есть, то это не займет много времени. Сразу собрать, пустить тепло и наконец-то пол забетонировать. Ну, судя по участникам в лоте, сразу понятно, что зарплата еще не пришла, только все из отпуска вышли. Вот. И прозвучал вопрос в комментариях, что билеты надо превратить по 100 рублей, и минимальная покупка по 500, а по 5 штук билета. Ну и есть такое предложение от одного участника. Ну, в этом лоте точно нет, но в следующем посмотрим. То есть у вас получается в Октябрьском, если согласитесь, каждому будет уже по 5 билетов. То есть 5 шансов. Не один, а 5.
Тоже верно, можно так делать. Малахита бумажная, конечно, будет в моей стороне. Как говорится, и шишки мне получать. А так участников более 20 всего. Ну, вчера было, по-моему, 20 чем-то. Ну, сейчас тоже, по-моему, 25. Вот так вот. Движения маловато, ребят. Движуха мало. Ну, понимаю, осень. Обычно в осень еще и ремонт, и охота, и огород. Все только осенью. Но не расстраиваюсь. В принципе, у меня делов-то много. Пока доделаю это, пока доделаю заказы, попрут новые заказы. На это очень надеюсь. Вот. Но если будут заказы, то и соответственно финансирование. Тогда закончу побыстрее. Дай бог.